Лыджидылочки ды текстес. Бен. Сейчас капчи валоже. И бен капчи. Капчи. Электричка лыджи. Тоже мой. Так, ойтове, а дишкода презентациями. А бен? Так, ожен, ойтове нырыш куцком, тоде вайон ищен, туда мы вайом де причастиосты. Так, де причастиосты, туда мы вайом. Сейчас. Окшоры де причастиосты, простые де причастия, бена... Ожен, та предложение осталось, что надо сделать предложение. Смотрите. Щишканы, верашканы, да, из них надо сделать предложение, когда ешь, не разговаривай. Ага, валамон. Валамон, да, ваньдовый валамон. Всем понятно. Был? Молчат ваньды. Ну, молчание – знак согласия. Сойник ужашком, монтиле длышеточко кык минут. То есть строчки, глагол даны уже правильно, вам надо просто сделать перевод. И здесь используем суффиксы деепричастий са, ку, тек, то, жмон. То дадывает еще, да, я вам напоминаю, что суффикс са – вопрос как, каким образом. Суффикс ку на вопрос когда, ку, да. Суффикс тек не делая чего-либо. Суффикс тож имеет несколько значений, то есть противопоставление действию, то есть чем что-то делать, сделал бы вот это. Или указывает также предельность, до какой-то степени, до какого-то времени что-то было, да. И суффикс mon это английскому соответствует был, да, unbelievable и так далее. Как минут монтледлище то дам вам 2 минуты и ужашком. И соберет шош эскером, и потом проверим. Главное, джейджбур, монаджи. Вот, и если вы какие-то слова не знаете, можете их оставить. Вам сейчас главное сосредоточиться на форме деепричастия и глагола. Ярам, вештишком. Как минут. Ну, Марк, как минут орчиз, эскерома? Ага. Да, сейчас было. Ну, и до куцком. Так, Маша, Куцка, пожалуйста. Щишка ку эн верочка. Щишка ку эн верочка. Шо вер?
шишка-куд даже, да? Потому что... Да, здесь вы можете добавить суффикс «д», «шишка-куд», да, потому что у нас к суффиксу «ку» может добавляться лично притяжательный суффикс. Ну, Кстати, у меня щичкиса тоже можно сказать. Шишкаса энверашка. Нет, так скорее не скажут. Шишка-куд энверашка, шишкаса энверашка. Нет, скорее нет. Ага. Ксюша? Шишка-кут, верашка, так пук. Да, можно. Угу. А я еще хотела спросить, а вот такие выделяются, если с лично притяжательным суффиксом, они выделяются запятыми? Как в Ой, русском надо языке? вспомнить. По-моему, сейчас в удмуртском языке одиночное деепричастие не выделяются запятой. Только деепричастные обороты. Это меняли эти правила в 2002 году, и сейчас я не вспомню. Умой. Ксюша? Я? Бен, Тон? Тыршитек у спермы. Угу. Тыршитек у спермы. Номирно у сперми? Да, Ну, можно добавить номырно у спермы. Мгм. Ничего не получится. Номырно у спермы. Умой. Ксюша раз, Маша раз. Алекс? Зирикус корканпуке? Або корка... Зорикузы точно нет. Про погоду Зорыку. мы не ставим лично притяжательные суффиксы, когда речь идет о погоде. Мгм. Да, это первое. Второе, да, можно сказать, когда идет дождь, сиди дома. Коркан-пук. Да? Зорыку коркан-пук. Можно. Но здесь до той степени, до предела, пока идет дождь, Зорытoj. Да. Зоритош? Куаш зорытош коркан-пук. Мгм. У вас там потом будет следующий слайд, где все будет расписано. Сейчас мы просто устно это обсудим. Мгм. То есть, да, здесь именно предел. Да, до Мгм. какого предела. Умой, Марк. Да, мынышко, кырджаса. Я иду напевать. Кырджаса-мынышко, более правильно. Да, кырджаса мынышко, да. Умой. Так, Людмила. Телевизор ручкой тось. Лыджишка. Лыджиской. Да. Действительно, да, чем смотреть телевизор, противопоставление одного действия другому. Поэтому телевизор учкутойш лыджишка. Да? Лыджишканы — это читать непереходные. Лыджины — это всегда требуется объект. Книгу, газету и так далее. Ладно. Ксюша, да, Юашко давал. Можно еще написать тикток учкатощ лыджишка. Тикток. Туала егит йоспонна уже предложение туала егит йоспонна. Ага. Мой. Тикток. Верно. Так, татынканяки кожем, выжем, тажи. Людмила Лыджиз, Маша. У меня еще вопрос. Да. Юанет. Лыджишка или лыджи? Какой, где тут... В чем? Смотри, значит, лыджишканы — это не переходный глагол. Это как щищи. Да, все, вспомнила, спасибо. Умой. Маша. Ушел, не повидавшись. Со возьматек лыктыс. Здесь глагол адишканы. Очишки. О, я перепутала. Да. А Мгм. это была. Со аджишкитек кошкиз. Шанер. Действительно, адишканы, да, повидаться. Видите, тоже это глагол аджины, это видеть что-то, адишканы — повидаться. Тоже непереходный такой глагол получился. Маша, тон вещичко да, Мара? Вещичко. Тон вещичко да? Куараде уктод машве. Бен. Куарает мукет. Голос друга.
Орает тушмукет. Яке тон и жин. А, Тон и Мон и жина? жин. Бен. Мон и жин. А, Я забыла, как горло совсем чуть-чуть. нилон, нилоне вещи. Пора Нилоне. Нилон – это горло. вище. Валамон. Нишкетнат нилонет вище, и то не жиш верашкишкот. Как фактор. Мало кваред. Два больших фактора. И непонятно, который важнее. Из Ижевска, что ты говоришь, или горло болит? Умой. Жди, пока мы не придем. Ксюша. Лыкти тожами возьма. Да, Ага. да. Лыкти тожами это возьма. тоже мы возьмем. Или ми лыкти тож возьма, да? А. Умой. Так. Ну да, вот. Нельзя сказать возьма милый ты ку. Нет, возьма милый тыку, это будет означать, что вы идете, а он должен ждать. Но это не, то есть это два параллельных действия. А здесь именно надо, пока мы не придем, жди, а потом уже не жди. Да, телевизор учкытожат, учкытож выдишка. Да, здесь вот можно тоже лично притяжательный. Умой. Так, да, смотрите, еще одно деепричастие, которое мы с вами не смотрели в прошлый раз, оно часто встречается в диалектах, особенно в северном вот диалекте, оно звучит как ням, мыно нямущи. Его не дают обычно в грамматиках, то есть, ну, буквально вот этим летом вышла работа одной девушки на венгерском языке, где она рассматривает эту деепричастие, хотя оно прекрасное, то есть оно означает в процессе, то есть оно немножко похоже на деепричастие ску, но именно подчеркивает процесс, и что вот в момент этого процесса что-то другое произошло, как бы вклинилось, да, вот как в испанском, может быть, в других языках тоже есть такое описательное длительное время, и в него вклинивается другое что-то. Да, и как бы две разных формы прошедшего времени, например, используются. В удмуртском языке мы обожаем деепричастие, эти отглагольные формы, поэтому оно, ну, как бы заменяет вот это, да, процесс. То есть, например, мноням ущи, да, это северное произношение, то есть вот Болезинский район, например. Я в процессе ходьбы упал. Видите, насколько компактный удмуртский язык. Более южные районы, вот прямо юг-юг, я не знаю, используют эту форму или нет, но, например, алнаши, они уже скажут «мынон яз», да, или «мынон ям», вот в данном случае «мынон ям», да, то есть более твердо произносят. Северяне мы смягчаем. Людмила, я уверена, что в Игринском районе тоже так используют «мынон ням», да, мягкая форма, попробуйте уточнить у... Не слышала. Не слышали. Ну, уточните, мне кажется, вы, может быть, просто не обращали внимания, потому что не знали эту форму. И видите, тут как она образуется. Мы делаем отглагольное существительное «мынон», да, у нас был глагол «мыныны», из него мы делаем «мынон», да, за счет суффикса «он», «ён», «не», да, например, например, «и жены спать», «и жен сон». То есть вот такие глаголы. Например, «узыяны», «узыяны», «узыян». Процесс сбора ягод. Да? То есть это именно суффикс отглагольного для образования существительного от глагола, чтобы показать некий процесс. Да? Моемыны, например, да, состариться, моемон – старение. Старение. Валамон, да, надеюсь, это понятно. И дальше к этому отглагольному существительному добавляем суффикс «я». Это, по сути, суффикс падежа адвербиаль,
да, тупан падеж, он редко употребляется, сейчас у него ренессанс определенный, и дальше Огромный. лично притяжательные суффиксы, да? То есть кто-то говорит, что это деепричастие, а кто-то говорит, что это существительное вот в этом падеже. Мы нон-яд, да, в процессе твоего хождения. Мы нон-яс в процессе его хождения. Видите, за счет суффиксов лично-притяжательных мы знаем, о ком идет речь. Мы нон-я, мы, да, в процессе нашего хождения. Мы нон-яды в процессе вашего хождения. И мы нон-язы в процессе их хождения. Ну, вот по моей практике, конечно, это, ну, немножко такая вымирающая форма, и она, как правило, вот у меня на слуху она именно для первого лица, то есть обычно про себя, да, вот мы говорим через эту форму, и второе лицо, и третье, то есть множественное число, мне кажется, что реже употребляется, то есть либо вот мне так кажется. Давайте попробуем тоже сделать предложение. Если какие-то слова не знакомы, то я могу подсказать. Давайте 2 минуты даю. А как спешкой потеряла? Значит, Да, спешить вот как глагол. не помню. Дыртыны, А, терять, ыштыны. точно. Так, хождение, ходить, ветвыны, туда-сюда, ну, потом напишите, если кто напишет. Заплакала, это начала плакать. Бордыны? Да, ну, Куцкиз, бордыны куц- куцкиз, да. Куцкиз. Мгм. Ужачком. Мгм. Так, ой-то лучка на куцком, наверное. Давайте будем начинать смотреть, если что, вместе сделаем. Да? Так, Кинвеле, Дугдим, Ксюша, Дырвалбер, Прометьес. Алекс. Но нылпи щияняс уснула. Да, смотрите, здесь процесс еды, здесь нет объекта, поэтому можно глагол непереходный. Чион яз. Щишкон. Ишкон яз. Угу. Анумеуще. Ущиз или ущем, да, здесь в зависимости от ситуации мы видели это или нет. Сейчас куда-то, подождите. Не смогла пристроить вот эти глаголы. Так, сюда их отгоним. Нылпи щишкон яз умеущиз. Или ущем, да, если мы не были свидетелями этого происшествия. Так, Марк. Так, мы в процессе, это так, я в процессе Маша спешки растеряш. потерял. Да. Дертон я ишиз.
Ишим. Я. Да. Дыртон я и шим. Дыртон я. Да. Мон. Как мы подчеркнем? Дыртон ям. Дыртон ям. Ишим. Ишим. Нет. Иши. Иши. Подождите, я, наверное, неправильно... Потерял. Я потеряла. Ишти. Правильно Ишти. написала, да. Ишти. Да. Ишти. Иштыны – это терять, а потеряться – ишины. Ага. В процессе спешки я потерялся. Такое тоже. Дыртон ям ишти, да. То есть за счет Ишти, «м» ага. мы указываем, что это я спешила, да. То есть могло бы быть дыртон яд ишти и сразу другое, да, пока, в процессе твоей спешки я потеряла. Ага. Дыртон я. Мало ли, да, какие Да. ситуации в жизни бывают. Угу. Так, Марк, Людмила. Милит вон ями, отчитачи вунети ми. Угу. От читачи туда-сюда, От или читачи. еще есть прекрасный его аналог олань-талань. Вуанталань. Олань-талань, да, мне тоже очень нравится. Ветлон ямы, вунетимы, Вунети ми. или прикинуться, что это было неосознанно сделано, да, как будет? Неочевидное прошедшее, неосознанно это получилось, мы не специально забыли. Вунети, Вунете. кем мы, Вунети з ким ми. да. Угу. Олань-талань или от читачи ветлон ямы, вунетишкем мы. Вунетишкем мы это более логично в данной ситуации, потому что они не специально забыли, они наоборот вот как бы ссылаются на то, что было столько беготни, что вот само собой как-то естественно получилось. Это типа предварительного наклонения или нет? Это неочевидное прошедшее время. Помните, мы его употребляем когда? Когда мы не были свидетелями того, что произошло, и когда что-то получилось неосознанно. Это очень хорошая форма глагола для отмазки. Да, в школе, передо мной, например. Ой, мон гурте ужмела штаны вунетишкем. Ой, мона вылыштишкем. Ой, я, оказывается, не сделал. Да? То есть на русский переводится через дополнительное слово «оказывается». Умой, Маша. Знаете, мне, кстати, папа сейчас подсказал, что туда-сюда вот у них говорят солань-толань. Ну вот, солань-талань, да. Мгм. Тоже можно. Так. Ныл лыджишкон яс бердиз. Или бардыны куцкиз. То есть здесь разница сейчас лыджи... смотри, Начала Маша, тоже, плакать. да? Лыджишкон яс. Яз. Да. Там переходный надо ставить. Вот. Переходный. Лыджишкон яс в процессе добавить- чтения. А если... Добавить стих. Да, Да, я и забыла. тогда уже будет другой А. глагол. Будет уже кылбур лыджоняс. А, Бердиз – это значит, она на протяжении всего процесса плакала, мгм. а если начала плакать, заплакала, то бердыны куцкиз. Да, она заплакала же, начала плакать. То есть, смотрите, не забывайте, да, разницу между двумя глаголами переходный и непереходный. Кылбур лыджины – это читать стих, это переходный глагол, да, а лыджишкины – это читать непереходный, то есть у него не может быть объекта. А здесь в русском варианте был запрос на стих, да, что должно быть. Но ты в переводе стих не произнесла, поэтому у тебя был корректный перевод, вот, то есть соответствовал реальности, фраза соответствовала реальности, но у нас в русском была версия с... Так, и берпумети предложение татын. Ксюша. Я из всех вот это у меня не получилось перевести. Ага. Шин ил ты сейчас. Шин юлтис. Шин юлтис. Да, Пристально смотреть, рассматривать.
А как? Один это видеть, а смотреть. Ты знаешь этот глагол. Один это видеть, а смотреть телевизор, смотреть, например. Учконям. Да. Учконяз. Мгм. Шиньилтыс. Да, и теперь давайте найдем слово для пристально, внимательно. Сак. Сак. Да. То есть сак учкон яс или северное произношение сак учкон яс. Сак это внимательно, пристально. Будь внимателен, саклу. Будь внимателен. Угу. Все, Валамон, все здесь понятно, да? Мгм. Умой. Так. Ну все, тогда мы ваимдие причастиосты, корон, щамьосты, манычком лапшопе дунь доры. Ага. Да, такой персонаж Хаджана Средин, Иванушка-дурачок удмуртского фольклора, Лапшопе Дунь. Так, ну по этимологии слова, у кого какие версии? Марсус Чапе Дунь. Кинтоде. Как Я даже не думаете? думал об этом пока. Людмила – это персонаж Игринского района. Вот никогда не задумывалась. Ну, смотрите, Как я знаю, что в музее есть. да, Мой папа да, давай, подсказывает- консультант, что там говорит. подсказывает, что хвастливый, он бы сказал. А Мгм. Пидунь просто имя, как вот у тебя было написано в телеграм-канале, эта история. Вот. Да, Педунь – это Федор. Ф переходит в П. Педор, Федор, Педор. Педунь, ну, еще больше смягчили. А лепшо – это от глагола лептыны. Дурачиваться, баловаться. Вообще лептыны – это набухать. Да, еще основное значение есть. Например, есть такая песня, мы ее с вами разбирали, кто занимается уже подольше. Кылзе али ойшьёсы, да, прощальная песня удмуртская, где в песне ставятся условия. Мы с вами, друзья, расстанемся, если... И ставят такие условия, которые невыполнимы, да, это в удмуртских заговорах есть такая тема, что ставятся условия болезни, что ты победишь вот этого человека, если... то-то, то-то, то-то сделаешь. И что-то нереальное говорит знахарь, понимающий в этом человек. В данном случае, да, вот и в песне тоже, там «куар ву выле лептытощ», да, как раз вот то, что мы с вами деепричастие разбирали, «куар ву выле лептытощ». То есть пока лист не поднимется на воду. Мгм. Ой, или нет, подождите, я что-то путаю. Он же всегда... Камень. Там камень не поднимется. Изву на воду. вылелеп ты тощ, кварву пыцывые тощ, вот. Да. А, Кварву бождесенвая. Да? То есть условие такое, мы с вами, друзья, расстанемся, если камень всплывет, да, мгм. и еще лептыны колджое лептизни, говорят, например, колджо лептиз, это означает, что тесто поднялось, да, колджо лептиз. Ну, действительно же, баловаться, дурачиться, это какое-то приподнятое настроение. Мгм. Лептиз, тесто поднялось. Вот. Да, и вот смотрите, ну, якобы первые фольклорные экспедиции в Игринский район зафиксировали этот персонаж, это 30-е, 20-е годы 20 века, ну, даже скорее 30-е. Вот, Людмила, тодичко дактенсо левая кушья гурт. Знаете, где это? Тодусько. Вот, и отыщ пела пшопедунь, кинто, да?
Вот, ойдалыса ку жалом текст борды. Маша Куцка, пожалуйста. Мгм. Так, сейчас я найду. Одик попли візьмо ужащ куле Луїс. От час, но лепше педунєс шиттис. Окпол соли та жі важішкіз. Тинит підунь, одик уже збидештуно. Бидестоно. Мгм. Гулбечіштем кінке нове лушкани куцкем. Войме. Во имя. Войме. Мгм. Туне уин тон со лушкаш. Кашки исчез. Лушкашки щез кутини куле. Пермититке джеч уж лештемет понна пунеме укили. Укыли. Укили. Я, батюшка. Лушкашки щез одно і кермо. Но тон миним уйли оквінь фунт няньде щотвал. Щутем медам кули. Угу. Кули. Медам кулы. Мгм. Так. Одному попу нужен был умный работник. Мгм. Искал он и нашел Педуня. Мгм. Один раз он к нему обратился. Мгм. Тебе, Педунь, нужно сделать одну работу. У меня кто-то крадет из подполья масло. Сегодня Мгм. ночью ты должен его поймать. Мгм. Если получится, сделай доброе дело, я не останусь в долгу. Да, да, смотрите, да, сейчас. Пермититке дже чужа штамет пона пунеме укыли. Пунеме кылины, да, оставаться в долгу. Вообще Мгм. пунеманы, давайте здесь, сейчас я сделаю, чтобы мы выписывали. Пунеманы одалживать. Одалживать. Пунемеклины. Остаться в долгу. И обратите внимание, да, на структуру предложения. Значит, если у тебя получится, речь о будущем времени. Но в удмуртском языке в этом условном предложении мы ставим прошедшее время. Пермытитке джеч уже пунемел кыли. Я не останусь в долгу, если у тебя получилось. Буквально, да, переводится. Умой. Угу. Хорошо, батюшка, непременно вора поймаю, но ты мне на ночь дай 3 фунта хлеба, чтобы не умереть с голоду. Да, ок куинь примерно, да, около 3 фунтов хлеба, чтобы я не умер с голоду. Щутем куланы, умереть с голоду. Щутем это голодный. Да, медам это чтобы не. Да, голодный. То есть, наверное, здесь чтобы не умереть, да, вот так. Да, чтобы И- я не умер. Медам про меня. Щутем голодный. Щутем куланы. Умереть голодным, да, или умереть с голода. Так, и что-то здесь еще какое-то слово хотела вам. Кырмыны, да, кырмыны схватить. Схватить. От да. какого слова? Знаете? Нет. От слова Крым. Вот это Крым. Ага. Вот Крым ПДС это Крым. Это вот как мы вот это, как это называется? Горсть? Да. Крым. Горсть. Крым. Как-то еще у него, как часть тела еще. Крым ПДС это вот тыльная сторона ладони. Может, это ладони есть? Сейчас, подождите. Крым. Сейчас, Юрьевичку. Горсть, пригоршня, ладонь. Угу, ну, Да. все, в общем, Крым. Да. Горсть. Горсть. Так. И ладонь. Умой. Так. Я, можно спрошу, там Да. туне уин тон солошки щез кутуны куле. Там я бы сказал в дательном падеже.
Мгм. Это у нас была такая история, да, что во всех учебниках пишут, что должно быть дательный падеж. Здесь, смотрите, это не описано в грамматике, но иногда бывает, что тут используется именительный падеж в том случае, когда исходит от тебя, что, например, мон кошкыны куле и мыным кошкыны куле. Оба предложения правильные, но тут может быть такой нюанс, что мон кошкыны куле — это я должен уйти, как бы в значении от меня исходит. Я источник как бы вот этого желания. Мыным кошкыны куле, мне необходимо уйти. То есть внешние обстоятельства. Да, бывает такое, что и так употребляют в некоторых случаях. И здесь тыныт солушкашки щеску тыныкуле, тон солушкашки щеску тыныкуле, и так можно было бы сказать. То есть здесь, видимо, поп больше взывает к его внутреннему, что ли. Это правда, это прям вообще нюансы, не описанные в грамматике, это как-то вот носители сами где-то так скажут, где-то так скажут. А когда тон, то там кто источник? Ну, видимо, здесь, типа, это твоя обязанность внутренняя, как бы поймать этого. Видимо, поп к этому взывает. Можно так интерпретировать. Угу. А сразу ко всему тексту спрошу. Ну, то есть с вашей точки зрения он корректный. Мне потому что сначала показалось, что его эти финские студенты переводили. Нет. Ну, это... настоящий текст, да? Ну... Это явная обработка. Это явная обработка, потому что мне кажется, что тут очень много, ну, как бы обработанного всего материала. Нет, это не перевод финских студентов, но мне кажется, что это обработка сильная. И вообще в 60-е годы была такая Надежда Кралина, и, в общем-то, сказки удмуртские или фольклор она собирала, и говорят, что там очень сильно обработано все. Ну вот как русские народные сказки, они же тоже сильнейшие обработки, то, что до нас дошло, чтобы не травмировать нежные души детей. Вот, видимо, и удмуртские тоже обработаны сильно. Вы имеете в виду смысловая обработка или грамматическая? То есть... И в плане стилистики, и, может быть, в плане образов каких-то. Угу. Вот. Так. Угу. Даже, знаете, по-моему, был такой спор, Григорий Верещагин, да, наш фольклорист, что его издавали справками мощнейшими, хотя, ну, как бы это, ну, или Кузибая Гердали тоже справками издавали, то есть не в оригинале. Не знаю, зачем как бы это сделано было. Был какой-то спор не так давно по этому поводу. А фунт это тоже, да, такая постобработка? Да нет, может, это осталось с тех пор, фунт оставили. Пут вообще-то в пут должен был быть, наверное, да, через пут. Не знаю. Так, не знакомо просто. Вот. Но тем более эти тексты записывали уже в 30-е годы 20 века, то есть они уже были не такие прям аутентичные. Вроде бы даже про самого вот этого Лапшо-Педуня было написано, что он в конце 19 века жил, реальный персонаж, то есть родился в конце 19 века, то есть не так стар, скажем так. Вот. Мнычко май желань. Кинулычи, Маша лычи, Ксюша лычи, пожалуйста. Я еще хочу добавить вот по поводу искажения смысла там и так далее. Я помню, изучала удмуртский язык, и нам говорили пословицы, которые были раньше у удмуртов. И были такие пословицы, типа «наступишь на порог, мама умрет». Ну... То есть очень жесткие, такие жестокие, такими пословицами учили детей.
Вот сейчас даже старшему ребенку такого не скажешь. Такие вообще какие-то очень странные. Ну, вот для меня порог действительно имеет большое значение в доме, и у меня была ситуация в семье, когда, скажем, ну, получилось так, что папа сидел на пороге, там чинил что-то, ружье, что ли, и у него ружье выстрелило, и то есть как бы вот для меня порог действительно имеет такое значение, что это сбывается. И порог, почему он считается таким сакральным? Это раздел между двумя мирами. Мир домашний и мир внешний. И это пограничная территория. И ты, когда на нее наступаешь, ты зависаешь между двумя мирами. Это очень опасно. Например, эта пограничность есть и во времени суток. Акшан вакыт, сумерки. Да, сумерки считаются очень опасным периодом времени, что тогда всякие ишаны, всякие вот эти злые духи берут верх. Поэтому до сих пор очень многие во время сумерок нельзя читать, нельзя стричь ногти. Короче, масса таких вещей. А что типа мама умрет, это, наверное, просто чтобы ребенок как бы четко понял, что нельзя этого делать. То есть на порог наступать нельзя. Просто ребенку же это не объяснишь, а через категорию умрет мама, ребенок это поймет. Ну, это очень странная категория, очень жестокая. Ребенку же не будешь объяснять, что вот ты там будешь сидеть на пороге, наступишь на порог, ты окажешься между двух миров. Как Ну бы да, нет, это непонятно. да, понятно, что это как бы защищая ребенка, так говорили, но другое дело, что в нашем мире так не говорят, и я думаю, это будет считаться как травля ребенка, или как это называется. Жестокое обращение с детьми. Да. Вот, травмирование, да. Ну что, Ксюша, лучи, пожалуйста. Кытош. Поп шумпотис. Поп шумпотис. Поп шумпотис. Ты с презентации читаешь или с себя? Я ни с презентации, ни отсюда не могу найти, ни у себя. Вот, я выделяю в презентации сейчас. Все, поняла. Попшум потис, тынит вить фунт няне жали велшуїс. Лапшо підунь поїріс попленгул бічас, бидес уєзотин орчитис. Ващок наїк поп содориву ізні. Лошкашки щез кутида, юас поп. Ежетгіне і кути, батюшка, бижинис вакчигес велем. Кіштим мозміз мур лулджіс підунь. Воно уєтон соєзол гескут. Кіштит ен лежіні. Ожішуюса поп черке кошкіс. Берегтычко. Поп обрадовался. Тебе 5 пудов хлеба и не жалко. Тебе Пудов это круто. Фунтов. Тебе и 5 фунтов хлеба не жалко, сказал. Шопи Дунь зашел в погреб попа и всю ночь там провел. С утра, рано с утра, поп к нему пришел уже. Вора поймал, спрашивает поп. Почти только не поймал, батюшка. Чуть не поймал. Чуть не поймал. За хвост. Хвост его короткий был, оказывается. Да, ну, даже если буквально переводить, хвостом короткий был, оказывается. Хвостом короткий. Из рук Мазмис не смогла перевести. Мозмыны. Выскользнул. Да, освободился, да, не путайте, вот мозмыны – это освободиться, а мезмыны – скучать. То есть то же самое, да, я обычно в пример вам привожу, насколько важна эта буква. Оскыны – это верить, а ыскыны – ну, тошнить. Да.
из моих рук выскользнул, глубоко вздохнул Педунь. Мгм. На следующую ночь ты его покрепче схвати, Мгм. и из рук твоих уже не выпускай. Так сказав, поп ушел в церковь. Мгм. Умой, Алекс. Калык черке трос люкачке. По полторе перис риза за дичас, киаски ростно Евангелие кутис. Учке Иисуслем им дурас на кивей. Иисус дуры матекеричкаса учкины куцкис. Поп паймис. Мы ныштым во имя лушкачкот. Мгм. Бедас черк тыр кешкис, но киросес мудорес шуккиссо. Мгм. Берег тычком, Ванзел медок моншуса. Так, в церкви собралась куча народу. Поп подошел к алтарю. Ризазе, это типа рясу небо. Рясу, видимо, да. Так. Рясу. Ризу одел, да. Мгм. Взял в руки крест и Евангелие, смотрит у Иисуса на устах сливочное масло. Мгм. Подходя ближе к Иисусу, начал смотреть. Поп удивился. Ты крадешь мое масло? Ты мое масло крадешь. Я вроде так и сказал, нет? Ну да. Я просто усиливаю. Так, что здесь происходит? Черектис. Целая церковь. Он прокричал на целую церковь и крестом ударил икону. Да, Мудор, да, Мудор Кыз у удмуртов была священная ель, то есть Мудор Кыз ее называли, а здесь вот икона Мудор называется. Будес Черктыр. Черктыр, как бы, ну, тут получается и Будес, и Тыр как бы передает одно и то же значение, что по всей церкви. Черктыр, если бы сказали, уже было бы понятно, что на всю церковь. Имтыр, да, имтыр, во весь рот, как бы весь рот забит, вот, тоже имтро свирачки. Умой, Марк. Батюшка лещ жив ремзе аджиса, калык бакомиз. Энтышты сверджены и кукдышты. Поп мукет мударе учкис, тейзленно имдураз накива илен виштиез. Виштиез. Соя джугны куцкиз ук мудор кир пажлуиз. Калык у кота поймиз. Батюшка вичтем мысакать, бжиса черти, бордориш мудор йосты скере. От кут мудорин накивей иштило. Так, значит, видя такое поведение батюшки, народ онемел и не решался двинуться с места. А поп увидел, значит, другую икону, и там на устах также пятна сливочного масла. Он начал ее бить и вдребезги разбил. Ну или даже Мудор Кирпач, если буквально икона вдребезги. Вдребезги, да, стала, да. Значит, народ удивился, люди удивились, что батюшка как сумасшедший по всей церкви бегал, рассматривая иконы на стенах, да, со стен. Вот. И на каждой иконе были пятна сливочного масла. Да, и вот мне кажется, вот то, что высмеивают здесь попа, это уже неужели вот в царское время бы допустили такую сказку? Я думаю, что она более раннего по своему происхождению и какая-то такая языческая очень. Тут надо думать. Да? То есть вам кажется, что вместо попа был кто-то другой?
Нет, мне кажется, что это так, это вот борьба язычества и христианства. Мне, То мне есть так вам не кажется. кажется, что это наоборот в 30-е годы, как бы, Ну, когда... я как бы не изучал этот вопрос, но вот по тексту мне что-то кажется, это такое более ранний какой-то архетип. Вот борьба язычества и христианства. Тонцико. Так, Потому и... что, да, Ага. почему я так говорю? Потому что тут как бы вот именно нет вроде бы повода, чтобы он мстил попу. Поп ему ничего плохого не сделал, так скажем, да, там его наоборот попросил так вот. То есть нет такой причины для личной мести. Мгм. Есть еще такое примерно, ну, тоже есть такое противостояние «Катырмостем купец», еще произведение, да, сказка. Там тоже, по-моему, Лапшо-Педунь против купца. Ну, давайте Там тоже переведем, да, интересно. я даже в школе играла этого «Катырмостем купца» с мешком в животе. Вот, ну, понятно, да? Как Вот. интересно. Людмила. Черкысь вань мудр ёсты, попки сабы тыш. Батюшка тунне Виззе. визде иштем малпас калык. Кылчын ёс гулбичистыш, войзе лушкалям кожас поп. Лапшо педунь, уин гулбечин поплесь, войзе сии сапукис. Чукна пал, сочерке ветлыс, но мудур ёсыс, кылчин ёслес, дур ёсес, воен зыраса кельтыс. Тыни ози лапшо педунь, уйку спын, попес паяс. Какети уяс, но сома кемал полоздыр. Берктичком. В церкви почти все иконы поп разломал. Закончил ломать. Да, тия бытыс, здесь вот как раз деепричастие плюс быттыны, когда, ну, как бы все, щи бытыс, да, тия бытыс, то есть Все сломал. полностью все, Да. да, здесь именно это подчеркивается. Тия быттыны, щи быттыны, доесть, съесть до конца. Угу. Все сломать. Ага. Так, все сломал. Батюшка сегодня совсем ум потерял, думал Малпас, думал народ. Да. Так, Колченьёс. Ну, Это забыл. ангелы вообще, ангелы. Да. Колчин. Колченьёс. Ангелы из подполья украли масло, думал поп. Угу. Казалось попу. Угу. Лапшо Педунь ночью в подполье ел, сидел и сиеса, вот тоже где причастие. Щиса ел. Ой, Да. сидя ел. Масло попа. Ага. С утром Чукнапал. Чем отличается чукна и чукнапал? не рано утром. Ну, вообще, да, это рано утром, Как но... на рассвете, да? Да, чукнапал, то Светать есть ближе к утру пал – это сторона. То есть Да. джитпал – это ближе к вечеру, чукнапал ближе к утру. Ну, как стало светать, наверное. Он Угу. пошел в церковь, но так. Но на оставил масло на иконе, все равно оставил масло. Зырасакельтис, намазав маслом. Намазав Да. иконы, рты, лица на иконах. Да, здесь колчин ангел или святые можно еще перевести, да, потому что на иконах-то не ангелы изображены, а святые. А святые. Угу. Таким образом, Лапшо Педунь попа обманул. Уйку спын в течение ночи, да,
Выкус в течение ночи, да. Мгм. Второй раз получается. Два пакете уезд, второй раз На получается. вторую ночь. Во На вторую вторую. ночь. Сумаке молтолос. Вот это я тоже не понял. Либо там продолжение следует. Зачем же- Э, Ну Наверное. да. Риторический конец, да, то есть во вторую ночь тоже что-то придумает, наверное. Ага. Мгм. Продолжение следует. Да, да, но продолжений не было. Итак, ойдова туршон табери. Давайте теперь попробуем пересказать. Значит, Людмила Лудис. Маша Куцкая, пожалуйста. Маша. Так. Да, вот я тебе даю первое. Это как бы первая ситуация. Попнул в шопе дунь. Кинмар Мгм. карны косис. Да? Забыла, как искать. Учаны. Э, Поп ужащ учас. Мгм. Поплен. Поплен. Сейчас вспомню слово масло. Вы. Вей. Хотя это так, наверное, странно звучит. Ну или ладно. Поплен вей. Кинке. Красть? Это лужка. Мгм. Кинке лужка. Ага. Лужка и- вал, да? Если вейзе, лужка. вейзе, его масло, папа масло. Вейзе. М. Почему? Сейчас, ну давай скажи, потом я тебе объясню и остальным тоже, да, чтобы тебя не перебивать. Мгм. Но поп вейзе найти тоже забыла. Шети. Шеттыны. Шеттиз поте. Нет, шеттыны поте. Нет. Нет. Что ты хочешь сказать? Что хотел найти? Хотел найти. Конструкция Шет- споте. Как она у нас строится? Шеттемес. МЕ. Шектемес поте. Шеттымес поте. поте. Мгм. Плюс притяжательный суффикс. Сейчас повторим, да, вот это. То есть лужка щес шеттемес потевал. Мгм. Так, да, сейчас, значит, вейзе это мы сказали, потому что его масло, это в аккузативе с лично притяжательным суффиксом, любимая Юлина тема. Дальше, лужкавал и лужкас, в чем разница? Что вал это периодически, часто. Да, А лужкавал лужкас один раз. это past Типа продолжительно? continuous. Да, Мгм. это past continuous фактически. Крал было, то есть Да, я настоящее... забыла вообще эту форму. Настоящее past continuous, вот так напишу, да, настоящее плюс вал. То есть это длительное в прошедшем времени, а лужкас это как однократно, как past simple какой-нибудь. Да? Один раз. Угу. Так, и в итоге моим были зверашконзы. На чем закончился их разговор? Лапшо пидунь. Согласился работать. Соглашивались. Соглаш Луис ужаны. Угу. Ужаны поп у папа. У папа это... У папа была собака, он ее любил. Так, сейчас я посмотрю. Поплен? Поп у папа. Буквально дома у папа. Попын? Попын? Нет, попын это в попе. Тогда же. Попдоры.
У папа. А, Мгм. У папа. Как сказать? Ну ладно, это уже следующему скажем. Ночные. Уй, но уй бере. Уй, но уй бере. Так, Маша Верас. Ксюша, ты ныт Марлуиз уин, но уй бере Марлуиз. Мгм. Кытын уйзе орчытиз лапшопе дунь. Лапшопе дунь, быдес уй, по поплен гулбечас, орчис. Орчытиз тогда. Орчиз прошла ночь, а он провел ночь орчытиз. Орчитис. Чукна пал, поп, очи, вуизни. Угу. Но лопшопеду ніж юас. Лапшопе дуни лещ. Лопшопеду не леш юас. Кутида лушкашкеш вора. Лушкашкишес. Кутида лушкашкишес. Лопшопедун шуис. Со лушкашкиш быжеменыс. Можно сказать, у этого вора был короткий хвост. Лушкашкишлен. Капчи. Вакчи. Вакчи быжис вал. Угу. Или вылем. Оказывается, у него был короткий. Вал, если бы мы прям вот четко это знали. Угу. Вакчи быжис вылем. Киштым. Киштыс. Выскользнул, вот забыла слово. Мозмис. Мозмис. Киштыс мозмис. Или если это поп рассказывает, то киштым. Мозмем. Нет, лапшопедун, если рассказывает, но я же в третьем лице говорю, значит, лапшопедун шуис, киштыс, мезмем, Пе. шуйса. Или шуйса. Пе. Умой. Угу. Так, собере уй орчис, черкында, собере уй бере черкемнис. Поп. Алекс. Поп черке ветлыса. Ветлыса — это означает, что он потом вернулся. То есть, пойдя в церковь, это мыныса в данном случае. То есть он там же дальше мы будем действия описывать. То есть он там же остался. Поп черке мыныса. Мудорын вей вош Вишты. Виштыос учкем. Ты аджем. Что сказать, джем. Угу. Поп Ирзе ишем, но Йырзе үштем. Вань мудо. Так, Вань мудор.
Вань, мудор, йос. А, И обязательно множественное число ты. Мудырёсты. Вань Мудырёсты сломал. Сломал. Тияны. Тияны. Тиям. Тиям. Или две Тиям. части плюс уничтожить. Тиеса бит. Ну, тиеса Бит. биттем. Бытем. Шанер. Угу. Умой. И так, Марк. Марземзелуем. Или марземзелуем. Так. Земзе? Да. Ага. Лапшопедунь попез яз. Попез паяз. Пояс. И поям. Да. Угу. Уин поплещ гулбичин войзещиса собере чукнапал лапшопедунь черкеветлиз но мудорьосщ мдурьосез воем зарасакельтиз. Угу. Так, поп лещ. Как там было? Масло. Поплещ гулбечищ гулбечин там как-то так ночь Гулбечиштыз, да, из подполья. Да. Гулбечиштыз войзе, да, войзе лушкалям. Лушкам. Лушкам, но собере черке мниз, но мудорьосыз. Имдурьос или Имдурьосес. Да, воен зараса, да. Или если просто в причастии зыртиз. Зырам. Да, Ну, Зырам. если не очевидно. То есть Зырам. здесь можно было бы все через неочевидное прошедшее сделать, потому что мы не были свидетелями. Да, зырам, да, ну как Мгм. сказка. Умой. И Людмила, тиледвы берпумет юан, оглом юан, мармал пашкоду лапшопе дунчарыш. Да. Лапшопедунь ачиз лушкась. Ага. Тиледвы кельша лапшопе дуньяке попа жальпоте. Кудзы Та ти- кельшо. А ты ну кельши. Татын лапшопе дуню кельши тиледвы. Кельши. А кыче тусыз лапшопе дунюен тодишкоде, а кыче тусыз. Был тусыз, кыче сон был тусыз. Какая у него внешность? Сотушо, гортушо, гортырсиес, шапка мунчеинка, Гын-шляпа. гыншляпа, да. Гыншляпа. Гыншляпа. Войлочная, что ли, да, она? Ну, Войлочная, да, войлочная. Маяке звання? Маяке твань, Маяке звань, соногор. маяке твань, да. Гынсапеген. Дерем, в клеточку-то, как сказать? Кечато, по-моему, кечато. Да. Сумка через плечо. Ну, кто-дечка сумка, кожесолен лос. Как пестель, короче, пестель. Да. Пестель. Штаниес, полосатые, которые тоже. И сапегес. Сапегиос. Сейчас. Сурон сапег – это кожаные. Зависит от сезона. Сурон сапег. Ой, гын Сурон сапег. сапеген ветле. Толалте. Сурон сапег. Мукет. Время года. Мукет. Время. Мукет интуен.
Мгм. Букет Товалте, товалте срон сапеген ветле, нож гужем кутен, да? Ожидыр, наверное. Нет. Толауте гын сапеген. Товалте гын сапеген. Сижил сапеген. срон сапеген. Кондонез Ваньке. Войке. Да. Ага. Ага, умой. Так, ой, да вот туда дываем. Давайте сами вспомним вот это, ну, как бы часто повторяющаяся история. Суффикс, как вообще сделать предложение, конструкцию «мне хочется», «ему хочется» и так далее. Да, здесь родительный падеж, это суффикс «лен», да, обычно к существительному добавляется. Значит, дальше идет отглагольное существительное на «м», «ем», «ме». Мгм. Вот. Да? И притяжательный суффикс идет, и потевал, да, если прошедшее время. Или потевал, в настоящем времени поте, укпотвал, да, отрицательное. Например, я вам сейчас лушканы глагол, ижины, щишканы, да, юны и так далее. Да, давайте пойдем прям вот по кругу. Значит, Людмила, как будет сказать? Лапшох Педунь хотел украсть масло. Лапшопе дунь, лушкамес поте вей. Вей, Мгм. вей, лушкемес поте. Ага. Может быть, лапшопе дунь лен? Да, вот правильно, я как раз Да, подчеркиваю лапшопе суффикс. дунь лен. Да. Правильно. Лапшопе дунь Лапшо- лен, лушкемес, вей, лушкемес поте. Поте, если сейчас хочет. А если, смотрите, если он один раз захотел, потиз, Мгм. да, с поты не захотел, и поте, укпоте это настоящее время, а потевал это длительное в прошедшем времени, он долго это хотел. Ну, потыз, тогда потыз. был. Потиз, лужками с потиз. Ну, там по Лужками контексту с потиз. определяется, вам однократно хочется сказать или длительное в прошедшем. Умой, Неочевидное, а неочевидное. потевлем, Вилем. да, потевлем, и Однократ. укпотвлем, и потем, и споти, потимте. Угу. Умой. И жены, так, Маша, поп не хотел спать, оказывается. Поп не хотел Мгм. спать, оказывается. Поплен, ижемес, Угу. укпотвал вилем. Укпотвлем. Угу. То есть Укпотвилем. укпотвлем. Угу. Длительное, неочевидное в прошедшем. Ксюша, так, например, оказывается, собака хотела кушать. Пунилен, Мгм. шишкемес потевлем. Угу, угу. И дальше, значит, Алекс, ребенок захотел пить. Не хотел пить, а захотел пить. Нылпи. Нылпилен. Юемес. Потиз. Потиз, да. А если, оказывается, Потем? ребенку захотелось, оказывается, пить? Нылпилен. Юемес. Потем. Потем. Ага, неочевидное прошедшее. Умой. Марк, Тияны. Значит, поп захотел сломать все иконы. Мгм. Поплен бдес мудорьесыз. Вань, бдес это целиком. Вань мудорьесез
тиемез поте. Или Это он тиемез- сейчас хочет. Тиемез потевал. Потиз или тиемез потиз. Потис, да, или потем, если мы не были Потем, да, свидетелями. потем. Ага. И мудорьосыз или вань мудорьосыз или вань мудорьосты, да? Два Ага. суффикса во множественном числе в аккузативе, либо южный, либо северный. Мгм. Умой. Так, монтиледвы текст гуртеуш келяво, али учком вылярвы сижем джечклан йосты. Посмотрим с вами сейчас пожелания к Новому году. Ой, классно. Да, и соберем монтиледвы еще кырджан келявона. Соескер сами умнивы. Ладно. Так, Ожен. Людмила, выйди, пожалуйста, на расчете джечкланес. Вылярен, тешьёсы вылярен, вымыкати капчимал кеден, та ареба джим шут хидичком, та залык на шутбур демлачком. Угу. По пути можно вопрос? Да. Не по теме. Москва, кыче квась. И жит. Да, вылкать, шуныткать. Мы нам поте мы шунакать. Как будто снег даже тает. Мон тут на педроной навал, я еще не была сегодня на улице. Мон мал пачко 0 котырдер. Только ты же у нас пельске, вымыяське, А, лымыя. вымыя и пельскем туш. Кежита? Сколько градусов-то? 7-6. А, Где-то 6-7. Салкын. Ну, метель кежит. такая. Да. Кежит. Ага. Умой. Тол кваштилят. Татын Москва тол. Европа тол. Нет, нас спокойно. Толон, милям толон лумбыт А лымыяс. талон может быть, ну вот. Мгм. Но У ти нас одна- ти дори Удмуртия кыкнунал кважмыне. Татыш. Мгм. Ожиен тилят чукаже пельскоздыр. Чукаже пельскоз лымыявоз. И Моножмал турне. Тунне новемни. Турне Умой. кутки тоже. Дины. Джогвуем. Так, Ожен, берегтишком. Давайте переведем. С Новым годом, товарищи, с Новым годом. Да, или друзья. Товарищи. Как снег пусть будет легкими Малкидента настроение. Настроение. Да. В этом году, в новом году желаем большого счастья, здоровья и веселья. Ну, шутбур тоже это счастье. Да. Шут и шутбур это, в принципе, одно и то же. Демланы это вообще советовать, рекомендовать, по большому счету. То есть здесь они, чтобы не повторяться с язычком, они демлачком рекомендуем. Написали, рекомендуем вам здоровья и счастья. Умой. Маша. Любое, да, можно? Мгм, мгм. НН, дырте арес вацаны, дыртеле чаркадес джутыны, вылярен эшьёсы, вылярен, шутбурен, но югыт нунален. Мгм. Ваше время... НН, что это, Не какая спешите. форма? Да, НН дырте. Не спешите. Не спешите, время прибавится. Годы добавлять. Не спешите годы добавлять. Да. Вторую строчку Чарку я не наполнять. понимаю. Время... Чарка. Поспешите чарку поднять. Чарку наполнить. Да, джутын это Пишите. поднять. Мгм. Поспешите поднять бокалы или что-то такое. Мгм. С Новым Ваш годом, бокал. друзья, с Новым годом. Счастья в новом... С счастьем и Новым светлым днем. Да, это все творительный падеж. С чем поздравляем? Мгм. С Новым годом, с новым счастьем и светлым днем. Мгм. Ксюша.
Я пойду складывать, ты не сердись на меня. Мгм. Лымы муньоно тол бабай, но швамы что ураметы. Кыльёс шетто медан верам, джичкалане то не дырты. Меттон понна лымы муньо, а звещ лымы пыры киштос. Но что бабай джичкаласа, трос шумпотон тыны двоёс. Мгм. Курочка и Дед Мороз снова шагают по улице. Мгм. А, эм, находят слова, которые сказать. Найду ли я слова, чтобы сказать вераны? Здесь сократили. Кыльёши ничего да себе. вераны. Найду ли я слова сказать? Мгм. Найду ли я слова сказать, чтобы поторопиться тебя поздравить? Да, я спешил тебя поздравить. Мгм. Мгм. Пусть по тебе... Для тебя? пусть Или для ради? Да. Мгм. Пусть для тебя, Снегурочка, весь снег прольет. Прольет пыры, это, ну, крошки, да, частички снега. Ну, может быть, как снежинки здесь перевести. Серебряные снежинки польет. Пусть для тебя Снегурочка серебряные снежинки польет, а Дед Мороз, поздравляя, много радости тебе принесет. Оже. Мгм. Алекс. Тоді лимикать іктнат улон щуредес метлоос. Шуресет. Щуресет метлоос. Арленнош котькут ну налыс, капчи, дечь мылкыт медвоез. Белый снег... Кать, как- ик. Относится к белому снегу. Так, пусть твоя дорога жизни будет как белый снег. Да. Мгм. Арленнош. В каждый день года пусть тебе принесет хорошее настроение. Легкое, хорошее настроение. Умой. Марк. Мejmonze, voshpotonze, Мезмонез. mezmonez, voshpotonez, кельтоми кошкіш аре, ношкутом щорами, чеберзено умойз. Пыль аре вамиштоми уж йомесми, Ужьосмес. йосмесми даньяса. Тазаликно, так, Яратон, мили, Сижиса. сижиса. Мгм. Ну, это что-то вот печали и какую-то злость Да. оставим в уходящем году. Да? Злость, обиды, вож Да. потом, да? Мгм. Да, и, значит, начнем как бы что-то идти за нами, Мичурамы, это за нами ведь? Или Ну, с нами возьмем, с нами. возьмем с нами красивое и хорошее. Мгм. Да, значит, шагаем мы в Новый год, что-то наши труды мы Даньяса, это не помню. Что Восхваляя. Ага, восхваляя. Здоровье и любовь, здоровье и любовь, все это вместе что-то такое. Друг другу желая. Друг другу желаем. Мгм. Желая. Да, и Людмила Берпамет и Горден. Вылярен дечкылан тыледы с дыртыськом. Байлыко, шутбуро, дечулон с синичком. Изели катьки что смет катько яратон. Медлуос юртады тазалык, шумпатон. Мгм. Так, с Новым годом вас поздравить спешим. Мгм. Здесь, видите, тоже джечкланы, здесь тоже сократили до Да. джечклан, хотя здесь начальная форма глагола. Вылярен джечкланы тыледы с дыртышком было бы. Мгм. Успехов, счастья, хорошей жизни желаем. Байлык, богатство, да, ваньбур. На богатство. Как звезды сияют
пусть любовь, как звезды, сияет, и пусть здоровье, юртады-то, В вашем доме, в вашей юрте. ваши, юртады, да, и пусть в вашем доме будет здоровье и радость, веселье. Тоже мой. Так, Монтле Келяво Кырджан, вот отправлю вам песню Насти Ивановой про Новый год. Вот. И еще будет текст. И с вами мы встречаемся, да, с квартеты Толшоре. Да, сквотеты. Да. Это суббота. Это суббота, да, сквинчасе, как Да, обычно. сквинчасе, да. Вот, ожьентлят, ну, ты можете использовать, да, поздравления уже кутам делоз Кырджан Клзоды, и соберем он еще текст ледвакеляво. Вера Лемоным, пожалуйста, скажите мне, пожалуйста, вот по уровню лапшопе Дунь вас устроил, да, то есть как бы проще. Проще, чем Настя. Ой, Оксана. Чем Оксана. Ну, на самом деле, Оксану-то было интереснее переводить, но труднее. А этот просто, это уже интересно, что можно с листа читать. Ну да, и плюс для пересказа тоже легче, конечно, такого формата текста. Ну, опять есть пожелание записать, Оля, если можно. Да, я что-то забыла, что я так делала. Да, и Оксану тоже, если можно. Да. Это 4-й Оксаны, по-моему, тоже нету аудио. Нет. Ярам, Суэла что? Да, это я сделаю. Ладно, давайте тогда пока, наверное... Ну, короче, я поищу текст, но, наверное, остановимся пока вот на таком уровне. То есть... Да, это хороший текст. Сильно вас тоже нагружать текстами, как Оксана, не хочется. Хотя в плане стилистики, красоты языка Оксана была на уровень выше. Нагружать надо на самом деле. Я тоже думаю, что пусть будет сложнее, зато мы потом вот такие легкие тексты вообще... Как семечки. Да. Вот. Ксюша права. Ладно, давайте я посмотрю текст, может быть, либо из этой же серии возьму, посмотрим, что мне понравится, ладно, либо возьмем нового автора, у него тоже очень хорошие рассказы психологические. Вот, ладно. Ярам, тау баджи монтиледыс вилярен джеч клашко, шутбур тазалык шумпотон, но оскишко вайндик вилярен, ажвань тоды удмурт кылыдышецканы, митледын ношик помешком толшоре. Утилаштедыс, берегите себя, чужевыжостес, но шутецке. Кужим люкалы, собирайте силы, отдыхайте, берегите близких. Баджим тау. Деть. Тау баджим. Вилярен.